вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Специальная военная операция России на Украине идет уже больше 3 лет, и для многих наших сограждан очень важно по мере своих сил оказывать помощь тем, кто сейчас на передовой защищает безопасность страны. На протяжении этих 3 лет в каждом регионе России, в каждом улусе и районе Якутии на общую победу работают активисты и волонтеры. Именно они, активисты, волонтеры, общественники, словом, неравнодушные люди, собирают гуманитарную помощь фронту, плетут маскировочные сети, навещают раненых в госпиталях, готовят обеды бойцам. И сегодня мы в деталях поговорим о том, как удалось объединиться всей стране и какую роль во всем этом играет Общероссийский народный фронт. В студии программы «Якутия в деталях» Дмитрий Паньков, руководитель регионального отделения Народного фронта в Республике Саха-Якутия. Добрый вечер, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, Ирина. Ну, вот с этого вопроса и начнем. Как удалось общественникам всей страны объединиться и какую роль в этом сыграл Народный фронт? Ну, Народный фронт с первых дней фактически начала специальной военной операции встал на вот эти военные лыжи. Был создан фонд «Все для победы», который объединил в себе не только Народный фронт, а на сегодняшний день он объединяет самые крупные организации и органов исполнительной власти. Это крупнейшие организации государственные, да, коммерческого сектора. И на сегодняшний день это самый крупный в мире фонд благотворительный, который оказывает поддержку фронту фактически. В мире прям? Прям в мире. И, конечно же, объединились мы в рамках этого фонда под девизом «Все для победы» не только как вот именно сбор, да, оказание помощи. Объединились волонтеры, которые, ну, их называют волонтеры СВО еще, да, мы их объединили под одну эгиду и назвали это все народные полки. Это те наши, в основном, женщины, которые не словом, а делом, как говорится, плетут маскировочные сети, которые шьют одежду нашим ребятам, которые окопные свечи делали. Вот эти вот все организации, мы их, тех, кто работает с нами, мы их объединили в такую историю, как народные полки. И, конечно же, есть еще и другие фонды, есть другие организации, которые, ну, где-то сами по себе. Безусловно, мы все равно с ними взаимодействуем, так или иначе оказываем и волонтерским движениям тоже поддержку через этот же фонд, потому что материалы для сетей также необходимы, материалы для того, чтобы шить обмундирование, они тоже нужны, и это все стоит денег, поэтому обязательно у всех волонтерских организаций стоит вопрос о спонсорстве, да, ну и фонд в этом плане тоже помогает. Ну вот буквально на прошлой неделе мы приобрели швейную машинку одним из наших волонтеров, которые в городе Якутске занимаются вот через фонд. То есть фонд помог вот таким делом, как говорится. Эта швейная машинка тоже, ну, довольно-таки дорогостоящая вещь. Они шьют сейчас антидроновые одеяла. Мы их протестировали, кстати. Специально приезжали с тепловизором, проверяли. То есть 20 минут действительно человек защищен от тепловизора. Очень нужные вещи на самом деле. 20 минут, пока не нагрелось одеяло, да? Да, его надо потом немного остужать, и опять человек может, боец, укрыться им. То есть, ну, работает как бы эта история. Мы прям на себе, проверено на себе, как говорится. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм, текстовое сообщение на номер 8 914 235 0502. Дмитрий, а скажите, вот понятно, что с первых дней люди начали объединяться, начали создавать какие-то пункты сбора помощи, отправлять продукты, медикаменты. А со временем вот энтузиазма не поубавилось, людей меньше не стало, вот этих волонтеров, активистов? Нет, наоборот, люди больше стали доверять. Много же было людей, которые не могли довериться фонду, например, да, непосредственно Народному фронту. А когда мы несем ответственность за каждую копейку, поступившую на расчетный счет фонда, мы отчитываемся за это, мы это показываем, мы этого не стесняемся ни в коем случае. Мы
стараемся показывать тех людей, те организации, которые оказывают помощь, потому что это пример для людей, и этот пример, он все равно притягивает. Люди приходят, люди звонят, люди спрашивают, подключаются организации, там, предприниматели какие-то, которые, ну, может, улучшили даже где-то свое финансовое положение и действительно готовы внести свой вклад в общую победу. Поэтому здесь нет, здесь только вот это осознание и затянувшиеся уже боевые вот эти действия, они только сплотили народ, и действительно люди помогают. Ну, как вы помогаете общественным организациям, я примерно поняла. А вот обычный человек, если он просто человек, а не организация, да, допустим, ну просто человек, вот у него нету тут, не знаю, тонны рыбы, нету у него большого количества груза, он не может он купить там дрон, вот, ну просто есть желание помочь, да, куда ему обращаться? Ну, если у человека есть желание помочь, но нет средств непосредственно, да, вот, которые он мог бы перечислить, к примеру, да, в наш благотворительный фонд, мы его можем свести с волонтерскими организациями. Ну, вот так у нас, например, один из активистов, наша Лариса Григорьевна, она изъявила желание поехать в Ростов-на-Дону работать в госпитале, имея медицинское образование. То есть мы как бы связали непосредственно там с людьми, кто занимается этой деятельностью уже, и, соответственно, человек поехал заниматься этой волонтерской деятельностью. И здесь также мы можем направить, плести сети, да, в наши народные полки, связать их. Возможно, у человека есть какие-то разработки, которые он бы хотел тоже, чтобы они были представлены там, да, в оборонно-промышленном комплексе, что это может как-то поможет ребятам. У Народного фронта есть такая история, как Кулибин Клаб. То есть это поиск именно народных кулибиных, которые действительно разрабатывают очень необходимые для фронта оборудование сейчас в основном, да, которое помогает усовершенствовать какую-то из дронов, либо усовершенствовать сбрасыватели на те же дроны. Ну, к примеру, именно ребята из Кулибин Клаба придумали дроны, работающие на оптоволокне. И сейчас и противник их уже использует. То есть это настолько произвело фурор в тот момент. Это была вот прям революция дроновая. Почему? Потому что этот дрон, он не подвержен радиоэлектронной борьбе. У него нет частоты передачи данных, оно передается через оптоволокно. И дрон управляется, ну, условно говоря, на леске, на этом оптоволокне. То есть это была вот прям прорыв, и это действительно все было через Народный фронт именно, через Кулибин Клаб. Проделанное, поддержала... То есть народная идея? Да, Министерство обороны поддержало, и на сегодняшний день это прям госконтракт, и оборонно-промышленный контракт, и поставка идет во все подразделения максимально. Вот. То есть и такая вот есть. Ну, а если у человека просто элементарная, ну, нет, конечно, тонны рыбы, там еще что-то, ну, там 1000 рублей, 100 рублей, которые тоже можно перечислить в фонд по QR-коду, по нашим реквизитам. Мы их распространяем максимально в СМИ. То есть он может направить, и это будет тоже существенная помощь на самом И деле. деньги дойдут по назначению? Конечно, с миру по нитке, как говорится. А вот про Кулибин Клаб, это у меня на самом деле был отдельный вопрос. Каких-то кулибиных в Якутии удалось отыскать? Смотрите, мы на днях должны встретиться с ребятами, которые придумали подствольное антидроновое ружье, то есть оно крепится на автомат и производит 2 выстрела, соответственно, калибра, наверное, 12-го, я так думаю, мы должны более подробно это разобрать. Идея хорошая, потому что, ну, не у всех есть возможность с собой ружье у ребят носить, да, хотя так и вроде сейчас стараются делать, то есть если группа выходит на боевую задачу, кто-то обязательно с ружьем идет, потому что отрабатывать по дронам. Ну, а здесь как бы можно экипировать, в принципе, всех. Будем смотреть. И в Алданском районе у нас есть мужчина, который собирает дроны из запчастей, то есть он их заказывает с маркетплейсов, эти запчасти, подбирает наиболее надежные, наиболее легкие, да, чтобы действительно этот дрон был максимально полезный. И собирает эти дроны и отправляет Как на СВО. конструктор? Да, абсолютно верно.
Ага. И у нас, кажется, есть звонок. А, Нет, нет, у нас нет звонка. Ладно, тогда продолжаем. А, Как вы сотрудничаете с другими фондами? Вы же не единственный фонд. Есть фонд помощи Донбассу, например, и так далее. Вы с ними как-то сотрудничаете? Да, в любом случае делаем одно общее дело, и самое здесь сложное и для нас, и для них, для других фондов, это логистика. Мы же далеко находимся, и особенно когда люди приносят товарно-материальные ценности, да, которые необходимо передать на передовую, туда, на передовую, это логистика. И вот здесь у нас взаимодействие с и единым координационным центром республики, и с фондом помощи Донбассу. Где-то мы им отгружаем вот эти ТМЦ, чтобы они отвезли их на склады, потому что они фурами возят, да. У нас мы имеем логистику через железные дороги, российские железные дороги. И здесь мы тоже им где-то помогаем, можем их машину, которую они наоборот передают, мы ставим на платформы и отправляем по нашим логистическим связям, как говорится. То есть здесь взаимовыручка определенного рода. Мгм. А молодежка ОНФ, у вас есть такое подразделение, они ну, как-то чем-то отдельным они занимаются? Да, ну в этих молодежка у нас сейчас в основном занимается, как это и была смысловая нагрузка, когда они создавались, наша молодежка, это волонтерская деятельность в первую очередь. Но сейчас это те ребята, которые оказывают волонтерскую помощь непосредственно жителям новых территорий и приграничья. То есть там сейчас обстановка, сами знаете, сложная, особенно на Курском направлении. Соответственно, там очень много и беженцев, и очень много пострадавших от обстрелов, и им нужна эта помощь. И вот у нас со всей России ребята с разных регионов группами заезжают, отрабатывают в течение 2 недель, потом возвращаются в свои регионы, занимаются здесь помощью семьям участников СВО, где-то и самим участникам СВО иногда нужна помощь. Ну и плюс, конечно же, просветительская деятельность, вот патриотическое воспитание. Новых нужно привлечь представителей молодежи, которые тоже должны съездить своими глазами, увидеть последствия войны. Мгм. Ну вот, кстати, вы на новых территориях были в прошлом месяце с гуманитарной миссией. Расскажите подробнее, что вы туда повезли, что передавались, кого видели, Ну да, какая поддержка нужна сейчас? работаем по заявкам. В принципе, были заявки от бойцов. Где-то передавались у нас батарейки для дронов. Тоже нужная вещь. Передавали тепловизор. Тоже вот у нас есть боец, который работает преподавателем в Институте водного транспорта нашем, ЕИВИТе. Вот, там находится на передовой, и вот ему тепловизорный прицел, хороший очень, закупали, передали. Ну и так были генераторы, это, ну, те потребности, которые, как правило, в ежедневном формате необходимы ребятам. Бензогенераторы, это дроны, конечно же, это маскировочные сети мы привозили, тоже отдавали, теплоотопители для блиндажей, то есть блиндажный отопитель, тоже нужная вещь, тоже передавали ребятам. Вот. И И вот дрон-детекторы, кстати, тоже были, дрон-детекторы, но они нужны не всем подразделениям, на самом деле. Те подразделения, которые находятся в зоне работы, постоянной работы дронов, дрон-детектор особо не нужен. Это нужен подразделениям, которые передислокацией там занимаются, подвозом и прочее, и вот им необходимо, да. Вот. И передали мы вот эти необходимое оборудование. Ребята нас любезно согласились свозить к ним в штаб. Находились мы там в 30 примерно километрах от линии боевого соприкосновения. Но, к сожалению, конечно, и там прилеты бывают, и залетают дроны эти, так называемая бабайга, да, противника. Вот. И посмотрели быт наших бойцов. Очень достойно все сделано, молодцы, прям я
был удивлен, прям с таким комфортом это все. Вот видно, что прям с душой сделано, и командиры молодцы, прям порядок поддерживают такой, что там дисциплина, все. Вот. Ну и ребята, получается, С комфортом это вы про землянки говорите? ну да, в условиях, в таких условиях это было как-то вот под землей даже находясь, это прям, ну как-то было вот душевно, что ли. И повар у них даже профессиональный парень, подписал контракт, он с Владивостока сам, профессиональный повар, в хороших очень популярных ресторанах работал города Владивосток. Вот он у них там несет службу таким образом. Были мы в полевой кухне, так сказать, пекарне. Пекут 400 килограмм хлеба в сутки ребята, просто вот нон-стоп. Этот хлеб потом не только на весь батальон распределяется, но еще и они относят свежий хлеб мирному населению, которое ну, до сих пор продолжает находиться в таких условиях, да, по сути, под обстрелами находятся. Стараются, да, бабушкам приносить хлеб вот этот свежий, чтобы ну, помочь хоть как-то, да. Вот. И, ну, посмотрели, как ребята свободное время проводят. Есть там, конечно, и таланты, и художники, и такие прям картины пишут. Очень интересно. Посмотрели ту технику, которую передавала республика Вот Саха-Якутия. в прошлом году, да, вы как раз увезли эту большую партию автомобилей. И мы отвозили, и свою мы технику встретили, которую Народный фронт передавал, и от главы, которая передавалась, техника «Соколы» там работают. Один уже «Сокол» под обстрелом был, они его уже отремонтировали, модернизировали, наварили там на него. «Сокол» — это вот эти наши вездеходы, Да, которые... вездеход «Сокол», который наш популярный, который действительно реально популярный, и о нем очень хорошие отзывы от самих бойцов, и говорят, если есть возможность, присылайте еще. Это именно якутская разработка, видно. Да, это вот у нас здесь в Якутии производят вот этот, так сказать, болотоход, да. Он очень удобный, он очень практичный, поэтому... И, кстати, сказали, очень легко его ремонтировать, если вот какие-то проблемы с ним возникли или прилет какой-то. В принципе, в полевых условиях даже где-то, говорят, можно подлатать. А большую партию мы, которых машин отправляли, ну, машин, конечно, много уже достаточно отправили. Часть из них уже, конечно, все, вышли из строя, они попали под обстрелы, и ребята уже просят обновить автопарк, так сказать, им. В основном востребованы, конечно же, максимально проходимые автомашины, и желательно, чтобы они были с кузовом. Это такие, как УАЗ-фермер, вот это прям на вес золота машина на самом деле. Потому что на ней удобно делать и подвоз, и боеприпасов, и провизии, и вывоз раненых производить, и какие-то там внутри подразделения перевозки осуществлять. То есть это действительно очень практичная, как, ну, как они называют, хозяйка, машина-хозяйка. Да. Вот это да, это потребность. Если я не ошибаюсь, у нас кадры есть, как передачи техники. Давайте посмотрим. Ну и вот этот УАЗ-фермер, который передал для наших ребят Федотов Андрей Сандаминович, руководитель полпредства в городе Москве. Машина очень надежная, ребята прям не нарадуются. Самое главное, что она универсальна в использовании. Есть кузов, в котором можно перевозить груза, то есть это конкретная хозяйка. И таких машин ребятам нужно больше. Поэтому мы обязательно учтем все пожелания ребят, и когда будем подбирать автомобили, конечно же, будем акцентировать внимание именно на таких моделях. Ну вот как раз-таки та машина, которая от республики пришла, и прям не нарадуются, говорят, очень активно ее используют и берегут максимально. То есть это действительно та машина, которая вот прям необходима. А еще на кадрах, которые нам тут показывали, у вас там пакетики с сухофруктами какие-то вы передаете. Вот про это расскажите. Да, это у нас женщины как раз-таки Хангаласского улуса, Лига женщин Хангаласского улуса. У них появилась машина для сублимации овощей, фруктов. Они завялили рыбу, в вакуум запаковали вот эти лимон сушеный, яблоко, для того, чтобы ребята хоть какие-то витамины получали. Там, это очень удобно, когда люди на боевую задачу идут. То есть
В самом расположении, конечно, продукты есть и разнообразные абсолютно. А вот такое, это то, что легкое, что можно с собой унести, потому что бывает, что по 2 недели, по месяцу ребята в наблюдательных пунктах находятся, это в земле, по сути, ты вот сам с собой там, и вот твоя провизия, это все, что тебе смогли подвести, и все, что ты смог с собой принести. Ну, в последнее время в связи с разговорами о возможном перемирии, да, которое вот-вот-вот наступит, многие Z-каналы жалуются на то, что сложнее стало собирать помощь, сложнее стало собирать на те же дроны. Вот вы это ощутили, нет, на себе? Ну, есть такая тенденция, да, как бы люди вроде как приняли сигналы с Запада к тому, что будет все урегулировано. При этом, как раз когда эти все там переговоры уже шли, эти процессы, я там находился, и ребята конкретно говорят, ну мы-то в это особо не верим, у нас есть задача, ее нужно выполнять. Поэтому они прекрасно понимают, что это, как говорится, по щелчку пальцев не закончится, да, пока эти договоренности все вступят в силу, и пройдет энное количество времени. А люди, ну мы лично в республике Саха-Якутия, я бы не сказал, что мы ощутили прям, что вот так спад пошел какой-то, а так в целом, говорят, по стране, да, есть маленько просело, но, по-моему, уже все опять поняли, что обольщаться не стоит, что разговоры, дальше разговоров обычно не уходят. Ну и мы уже это видим по сегодняшней политической обстановке, что и не выдерживаются те договоренности, которые были достигнуты со стороны киевского режима. Ну и наши политики уже давным-давно научились, что обещаниям верить нельзя. Ну, адаптация и социализация ветеранов СВО – это такая большая задача, которую необходимо решать уже сегодня. Вот как настроена работа Народного фронта по этой части, потому что, судя по социальным сетям, к вам часто обращаются и не только бойцы, да, но и те, кто уже домой вернулся. Да, действительно, у нас в Народном фронте есть такая и позиция четкая о том, что ветеранов боевых действий, особенно те, кто получил ранения и инвалидность, необходимо максимально провести им адаптацию, помочь с трудоустройством. И вот уже в Центральном исполкоме Народного фронта, хочу заметить, работают 2 или 3 ребят с инвалидностью, участников СВО. Это как раз те ребята, которые работали на прямой линии президента в качестве операторов. И неплохо очень, кстати, отрабатывали эти обращения и даже выезжали на место непосредственно к обратившимся. Это то, что, ну, как говорится, бралось в работу здесь и сейчас. А сейчас они занимаются, вот надо было мне, если честно, ролик этот показать, они инструкторами стали. Они помогают по своим специальностям, а один это из парней, он получается оператор БПЛА, и он подсказывает молодым бойцам, как правильно управлять, что лучше делать, и, соответственно, плюс свой боевой опыт рассказывают, применяют. А второй из них сапер. Прям на макетах они слепые при этом. Они на макетах вот показывают, что куда присоединять, то есть уже на ощупь работают. То есть есть такая история уже по России. И, естественно, мы тоже будем максимально к этому присоединяться. В настоящее время мы помогаем семьям участников СВО и ребята, которые уже с инвалидностью вернулись хотя бы по бытовым каким-то моментам, да, отрабатываем. Ну и в планах, конечно, есть проект по трудоустройству. Пока глубоко вперед не будем забегать, но прорабатываем эту историю для того, чтобы ребята адаптировались и могли и машины водить с инвалидностью, и при этом на них и зарабатывать, работать, то есть, ну, чтобы без дела не остались. Ну и плюс, конечно же, с республиканскими властями отрабатываем, прорабатываем. Буквально сегодня, кстати, в Госсобрании Алтумен состоялся круглый стол на эту тему, по тему реабилитации инвалидов в республике.
все понимают, что необходимо доводить дополнительные средства, создавать рабочие места, то есть вот эту адаптацию проводить, конечно же. Но все-таки ОНФ — это ведь не только про победу и про помощь бойцам, но и широкий спектр задач. К вам обращения поступают со всей республики. Да. И при том, что к вам зачастую обращаются либо в последнюю очередь, либо с такими вопросами, которые уже не в состоянии человека как-то решить и не понимают уже, куда идти. Давайте вот попробуем составить топ-5 или топ-10, да, проблем, с которыми к вам С приходят. которыми сталкивается население, да? Ну, вообще это все связано в основном с социальной несправедливостью, как правило. На первом месте однозначно это стоит переселение ветхого аварийного жилья. На втором месте это жилищно-коммунальное хозяйство, аварии, в ненадлежащем состоянии находится какое-то хозяйство, как говорится, жилищно-коммунальное. И здесь, да, прям очень много обращений. Потом обращения, связанные с дорогами. То есть тоже жалоб довольно-таки большое количество. Сейчас это связано как раз-таки с плохим обслуживанием, не уборкой снега где-то в каких-то моментах, да. Жалобы на управляющие компании. Тоже очень много бездействия управляющих компаний. Это прям такое, даже может быть, наверное, на третьем или втором месте стоять. Трудовые споры, невыплата зарплат. Есть такие тоже обращения и в немалом количестве. Обращения по линии от участников или от семей специальной военной операции. Это льготы, невыплаты какие-то. Ну, там больше оказания юридической помощи требуется. Такое тоже есть. Так, что еще можно туда привлечь у нас? Ну, частенько, знаете, даже жалуются и на соседей. Ну, сегодня вот пришло интересное обращение с Покровска. Кто-то незаконно захватил чердак многоквартирного жилого дома. Вот тоже будем разбираться, как так получилось, что кто-то незаконно его захватил, так еще и продает. Ага. А вот как вообще это происходит? Вот приходит обращение, кто-то захватил чердак. Вы туда выезжаете, проверяете? Мы стараемся выезжать на все или- обращения, но если это в доступности, если либо у нас есть там активисты, либо, ну это если в районах, да, если это где-то город Якутский поблизости, я стараюсь сам самостоятельно выезжать, или наши члены штаба, сотрудники исполкома выезжают. Максимально стараемся сами прибыть на место, чтобы понять масштабы бедствия, как говорится, и действительно погрузиться в ситуацию. На место стараемся приглашать и представителей власти, если уже начинаем, ну, понимаем, в чем все-таки загвоздка, да. Либо же, если у нас не получается выехать по той или иной причине, мы предлагаем людям, как говорится, стать сам себе режиссером и запечатлить на камеру проблему. Проблему нам присылают, мы, соответственно, уже отрабатываем по тем кадрам, по тем документам, которые нам присылают, подготавливаем запросы в компетентные органы, определяем подведомственность, кто же все-таки должен отвечать за этот вопрос, который привел вот к этой вот, возможно, где-то социальной несправедливости, либо к какому-то безобразию, как говорится. И, соответственно, уже вступаем в правовое поле, там, да, в переписку, и дальше смотрим, как же все-таки людям помочь, и готовы ли органы исполнительной власти откликнуться на тот или иной, на то или иное обращение. Ну, как правило, откликаются, и действительно совместно отрабатываем, стараемся, чтобы людям максимально в короткие сроки было исправлено то, с чем они обратились. Ну то есть, по сути, человек обращается к вам, а вы уже маршрутизируете, как бы говоря, маршрутизируете и сопровождаете эту его Да, но просьбу, причем да? мы иногда либо от его имени начинаем выступать, да, то есть к нам обратился, и мы вот от его имени уже защищаем его права, так сказать. Либо же действительно где-то просто необходимо проконсультировать, чтобы человек сам обратился. Ну, например, в Госстройжилнадзор
по многоквартирному жилому дому Народный фронт не может обращение сделать. Только собственник. Только собственник помещения. И вот здесь мы им просто помогаем составить грамотно письмо, направляем. Либо же, если мы понимаем, что здесь необходима именно судебная инстанция, что необходимо обратиться с иском. Тоже помогаете составить этот... Да, консультируем, где-то помогаем, и человек уже непосредственно сам обращается в суд. То есть А вот вы сказали, что на управляющие компании часто жалуются. А с ними вы что делаете, с этими с управляющими управляющими компаниями? компаниями, ну, наше основное оружие, конечно, это средства массовой информации. Мы, во-первых, публичим то бездействие, как правило, или то хамство, с которым люди сталкиваются. И, соответственно, опять же, подсказываем собственникам, что необходимо обратиться в Госстройжилнадзор, а сами при этом берем уже на контроль вот это обращение. То есть следом также обращаемся, чтобы ответ был и заявителю, и нам. А вы за судьбой вот обращения ведь следите, решением Конечно, мы вопросов? стараемся. Какой да. процент примерно вот решается? Все зависит от категории проблемы. Конечно, переселение ветхого аварийного жилья — это сразу не проблема, решится, да, понятно. сразу не решится. В основном сейчас столкнулись с тем, что по суду признают, дома уже признаны аварийными, по суду признают, нас в этом деле поддерживает прокуратура республики, дом, подлежащему немедленному расселению. То есть решение суда обязывает мэрию принять меры к немедленному расселению. То есть там срок обозначается, как правило, он в полгода указывается. Понятно, что люди, которые признаны и попали во вторую очередь по расселению, признаны там аварийными в 2020 году, в 2022 году, а жить там невозможно, и людям идти некуда. Это вот это самое страшное. И в таких нереальных условиях в итоге люди находятся, что действительно необходимо действовать прямо вот экстренно. Поэтому да, здесь и прокуратура на нашей стороне, и суд понимает, что людям просто находиться там опасно, и принимает такое решение. Ну, все в рамках закона, конечно же. Ну, наверное, самый такой известный ваш кейс последнего времени — это вопрос детской школы искусств на площади Ленина. Вы обратились к главе республики. Республики, да. Вот, вопрос был решен. Вот какие проекты требуют внимания прям руководителя субъекта? С чем вы обращаетесь к Александру Сергеевичу? Ну, я знаю, что вы сотрудничаете с ним активно. Ну, это, как правило, то, что вызывает максимально большой общественный резонанс. Конечно, детская школа искусств — это большое количество воспитанников, это большое количество выпускников. А надо понимать, что выпускники тоже очень сильно переживали за школу искусств, потому что это здание, которое олицетворяет собой, ну, целые поколения, да, людей, которые посвятили свою жизнь даже искусству. И, конечно, нужно было здесь включаться в вопрос главе республики. Вопросы, которые необходимо включаться главе, ну, тот же собачий вопрос, да, как говорится, он очень сложный, он очень многогранный. К нему тяжело подойти, но здесь, где в каких-то моментах, да, волевое решение руководителя субъекта, оно требуется, и я знаю прекрасно, что Александр Сергеевич очень много вопросов держит на личном контроле. Также, например, сейчас с 4-й школой вопрос, который встал, стройка на сегодняшний день приостановлена, и вопрос этот мы обсуждали с Александром Сергеевичем, он на личном контроле. Там будет замена подрядчика, там изменения в проектно-сметной документации, там много тех вопросов, которые невозможно решить в один день и без четкого контроля со стороны действительно правительства республики. То есть такие вопросы, да, есть. Ну и надо понимать, это те вопросы, ну вот как получилось, например, с Жиганском, да, когда на улице было под 60, минус 60, котельная встала, конечно, глава республики, он на личном контроле это держал, и в оперативном порядке это все решалось. И мы переживали тоже, смотрели, держали на контроле этот вопрос, потому что переживала не только республика за это, так скажем. Ну что ж, благодарю вас за интересную беседу. Желаю успехов
Народному фронту. Спасибо во всех большое. начинаниях. На этом выпуск программы Приглашайте. «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.